Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры Рамиль Ишмуратов из Москвы и Рамиль Рахимбаев из Казахстана. Привет, ребят. Здравствуйте. Ну, я первый раз участвую в этой передаче, и я надеюсь, что я выиграю. Я не могу сказать, что я 100% владею на казахском языке, но тем не менее, я с Казахстана, и у нас казахский с татарским очень схожий. Дома мы постоянно разговариваем на татарском, и поэтому я надеюсь на победу, что я выиграю. Я заметил, что у всех участников очень высокий уровень знания языка, но я намерен сегодня победить, однако желаю всем участникам удачи. Рамиль, ну вот так уж сложилось. Правила первого тура очень простые. Сейчас будет предложено две темы. Вам нужно выбрать одну. После того, как вы выберете, вам предстоит перевести 10 слов с русского языка на татарский. Каждому варианту я предложу 3 варианта ответа. Если вы выбираете правильный вариант, вы получаете 2 балла. Если выбираете неверный, из оставшихся 2 вариантов правильный вариант сможет выбрать ваш соперник. И в этом случае он сможет заработать 1 балл. Все понятно? Да. Ну вот и отлично. Тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Let's go! Рамиль, перед вами 2 темы: образование и предметы. Кто из вас будет выбирать, решать вам. Но я считаю, что Рамиль приехал издалека, из Казахстана, пусть выбирает он. Рамиль, выбирайте. Я думаю, предметы. Предметы. Отлично. Тема предметы, и мы играем с Рамилем. Рамиль, внимание. Как по-татарски переводится слово «стол»? Дивар, китаб, эстель. Сталь. И это правильный ответ. Действительно, дивар – это стена, а китаб – это книга. Играем с вами, Рамиль. Как на татарский переводится слово «стул»? Урандык, ятак, щукеш. Я считаю, что это урандак. И вы правильно считаете. Щукеш – это молоток, а ятак – это постель. Играем с вами. Рамиль, подскажите, как на татарский язык переводится слово «провод»? Кагаз, терезе, щебок. Я думаю, это щебек. И вы не ошибаетесь. Кагаз – это бумага, а терезе – это окно. Продолжаем. Рамиль, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «дверь». Ишек, тишек, бишек. Все слова очень похожи, но это ишек. Но это ишек. И это правильно. Тишек – это дыра, а бишек – это либо люлька, либо колыбель. Рамиль, играем с вами. Как на татарском будет слово «свисток»? Сызга, сызгарак, сабазга. Ну, мне кажется, это сызграк. Вам кажется, это сызгарак? Да. Почему? Откуда вот такая мысль, что это сызгарак? Хорошо, что такое сызга? Нет, просто у нас с Казахстаном, с казахским мои слова похожи, поэтому я считаю, что это сызграк. Ну, то есть на уровне интуиции. Да. А как на казахском будет свисток? Сызграк будет. Это ваш Да, окончательный ответ? Да. Ну вот видите, как бы мы не были похожи с нашими друзьями из Казахстана, это неправильный ответ. Рамиль, играем с вами. Как же будет свисток? Сызга или сабазга? Я считаю, что это сабызга. Уверенность этого парня внушает оптимизм и лишает повода сомневаться. Это правильный ответ. Сызграк – это свиристель, а вот сызга – это чертилка у плотника. Что ж, играем с вами, Рамиль. Как на татарском будет слово «мотыга»? Китмен, тырма, казак. Китмен, тырма, казак. В детстве мне пришлось
хорошо познакомиться со всеми этими инструментами. Ну, китмен — это мотыга. Китмен – это мотыга. Я недавно был в Аксубаевском районе, и там кто-то мотыгу назвал мотык. Ну, может, там так и говорят, и может быть это правильно у них, но в литературном татарском языке китмен – это мотыга, это правильный вариант ответа. Тарма – это грабли, а козык – это кол. Играем с Рамилем из Казахстана. Переведите на татарский язык слово «кнопка». Тиме, басамак, бармакша. Басамак. Басамак? А откуда такая мысль в голову пришла? Тима это пуговица. Бармакша. Мне кажется, это басамак. Это ваш окончательный Это вариант? мой ответа? окончательный ответ. Это неправильный ответ. Рамиль из Москвы. Дополнительный балл, можно вырваться вперед. Как же по-татарски будет кнопка? Тимя или бармакша? Я считаю, что это тыйме. Я не прав? А вот Рамиль из Казахстана считает, что тимя это пуговица. Ну, я думаю, это просто амонимы, может быть. Может амонимы, а может не амонимы. А может и не амонимы. Ваш окончательный вариант ответа? Ну, тыймеге басам. Все-таки это тыйме. Все-таки тимя. Тимяга басам, сказал он, и абсолютно прав. Действительно, тимя это кнопка. Бармакша это палец у перчатки, а вот басамак это ступенька. Но это диалектизм. Действительно, вы абсолютно правы. Тимя также означает и пуговица. Но одно из значений это кнопка. Что ж, играем дальше, и играем мы с Рамилем из Москвы. Как можно сказать по-татарски закладка? Костыргыш, костыргыш, бастыргыш. Какие интересные варианты ответа. Костыргыш, костыргыш, бастыргыш. Когда книга совсем скучная, она называется «Пустыргыш». А закладывать в нее нужно «Костыргыш». Вот так вот очень просто и доступно Рамиль из Москвы объяснил нам, как же по-татарски будет закладка и как она называется, если книга действительно неинтересная. И это абсолютно правильный вариант ответа. Костыргыш – это рвотный, а костыргыш – это закладка, а вот бастыргыш – это прижим. Ну что ж, Рамиль наш соотечественник из Казахстана. Рамиль, для того, чтобы не отставать и отставание не увеличивалось, нужно правильно ответить на последний вопрос для вас в первом туре. Переведите на татарский язык слово «рукоятка». Ханжар, тутук, сап. Мне кажется, это туток, от слова тут держать. Вы уверены в этом? Ну да. Вы казахский хорошо знаете? Да. Как по-казахски будет рукоятка? Ну, рукоятка я не знаю, как по-казахски. А Возможно, у по-тат- казахов это слово не используется. Понятно. Но по-татарски вы считаете, что рукоятка будет туток. Ну, мне так кажется. Это ваш окончательный вариант? Да. Это неправильный вариант ответа. Рамиль из Москвы. Мәскеуден Рамиль. Подскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, по-татарски будет рукоятка? Я считаю, что это «соп». Я не знаю, сколько уверенности в этом голосе, но он абсолютно прав. Сегодня эти слова, может быть, не часто используются, но тем не менее. Сап действительно это рукоятка, ханжар это кинжал, а вот тутук это заложник. Последний вопрос, Рамиль. Играем с вами. Переведите на татарский язык слово «щеколда». Биклеу, копкаш, кле. Биклеу, копкаш, кле. Я не знаю точно, но я бы, наверное, назвал «биклеу». Вы уверены в этом вообще? Мне не приходилось встречаться с последним словом «килеу».
Кле. Келя. А вот из этих капкаш это крышка, закрывашка. А вот бикляу похоже на щеколду. Это ваш окончательный вариант? Да. Это неправильный ответ. Наши соотечественники из Казахстана, Рамиль, есть возможность заработать дополнительный балл. Ну, это кля. Капкаш, как сейчас Рамиль сказал, это крышка. Бикляу это, наверное, закрыть. А кля это щеколда. И это абсолютно правильный ответ. Действительно, щеколда – это кля. Бикляу – это закрывать, а капкаш – это крышка. На этом первый тур завершен. По итогам первого тура Рамиль Ишмуратов, город Москва, у вас 11 баллов. Рамиль Рахимбаев, Казахстан, у вас 5 баллов. Рамиль, надо поднажать и догнать нашего соотечественника из Москвы. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь, впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Исянмисыз. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Рамиль Ишмуратов из Москвы и Рамиль Рахимбаев из Казахстана. Первый тур позади. По итогам первого тура впереди Рамиль Ишмуратов из города Москва. У него 11 баллов. У Рамиля Рахимбаева 5 баллов. Вы готовы играть дальше? Да. Ну что ж, друзья, сейчас начнется второй тур, но не последний. Перед вами появятся две темы. После того, как вы выберете тему, вам предстоит перевести 10 слов, но на этот раз с татарского на русский. Каждому слову я вновь предложу вам 3 варианта ответов. Если вы выбираете верный, получаете 4 балла. Если вы выбираете неверный, то право заработать 3 балла получает ваш соперник. Все понятно? Да. Отлично. В эфире телеигра «Переведи». Второй тур. Собрались и let's go! Перед вами 2 темы. Традиционно по правилам нашей программы право выбора у того, кто набрал больше баллов в предыдущем туре. И это вы, Рамиль. Политика или сельское хозяйство? Я предпочту политику. Ну, традиционно для наших друзей из Москвы предпочесть политику. Что ж, играем в политику. Рамиль, как с татарского языка переводится слово «саясет»? Политика, игра, свадьба. Политика, игра, свадьба. Я считаю, что политика это саясет. Саясет – это политика, и это абсолютно верно. Игра – это уен, а свадьба – это туй. Ну, в некоторых ситуациях может быть политика действительно одна большая игра. Играем с вами, Рамиль. Как с татарского языка переводится слово «холок»? Люди, спортсмены, народ. Ну, халак это с тюркского слова, это народ. Это с тюркского слова «народ», абсолютно верно. Третий вопрос. Рамиль из Москвы. Вопрос вам. Как с татарского языка переводится слово «сайлаулар»? Выборы, выступление, обещание. Выступление, выборы, обещание. Но я считаю, что это от слова «сойларга» – «выбирать». И, это, соответственно, это «сойлаулар» – «выборы». Выборы. Это ваш окончательный вариант ответа? Да. И это правильный ответ. Действительно, выступление – это щегыш. Обещание – это вахдаляр. А вот сайлаулар – это выборы. Играем с нашим соотечественником из Казахстана. Рамиль, подскажите, как с татарского языка переводится слово «бахасляшерге»? Дружить, спорить, предлагать. Ну, бахаса шаргау это спорить слово. Это спорить. Входить в спор. Это не будем спорить, и это правильно. Действительно, дружить это дузбулырга, а предлагать это так, Димитрига. Играем с нашим соотечественником из города Москвы. Как с татарского языка переводится слово «номзет»? Избиратель, покупатель,
кандидат, избиратель, покупатель или же кандидат? Я остановлюсь на слове «кандидат». И здесь вы действительно не ошиблись. Это правильный вариант ответа. Избиратель будет саулауша, а покупатель сатувауша. А намзат это кандидат. Играем с нашим соотечественником из Казахстана. Как с татарского языка переводится инкаритерга? Отклонять, отрицать, убеждать. Отклонять, отрицать, убеждать. Ну, мне кажется, это убеждать. То есть, по-вашему, инкаритерга – это убеждать. Это неправильный ответ. Рамиль из Москвы. Сам Бог велел. Но я считаю, что инкаритерга – это отрицать. Это отрицать. А почему вы так считаете? Ну, это слово многократно встречалось у меня во время изучения татарской литературы. И вы считаете, что тот, кто инкарита, тот отрицает. Я считаю, да. И вы правильно считаете. Действительно, убеждать – это шандарырга. А вот отклонять – это кирекогрга. А отрицать – это инкаритерга. Играем с нашим соотечественником из Москвы. Рамиль, подскажите, как с татарского языка переводится слово «шаныш»? Успех, доверие или сомнение? Успех, доверие или сомнение? Но здесь у меня сомнений нет. Это доверие. Это доверие. Раз нет сомнений, так и спорить не стоит. И это правильный ответ. Действительно, успех – это уныш, а сомнение – это шик. Играем с нашим соотечественником из Казахстана. Подскажите, пожалуйста, Рамиль, как с татарского языка переводится слово «ферман»? Договор, заявление, приказ. Старое тюркское слово. Договор, заявление, приказ. Ферман. Приказ, наверное. Приказ, наверное. Наверное, приказ. Наверное, он прав. Это правильный ответ. Ну что ж, играем с Рамилем из Москвы. И у нас последний вопрос второго тура. Рамиль, как с татарского языка переводится слово «фирка»? Партия, траур, интрига. Фирка. Партия, траур, интрига. Я думаю, что это партия. Откуда такая мысль в голове? Просто. Из курса истории России и Татарстана. Была такая первая партия мусульман России. Называлась она называлась Иттифак аль-Муслимин, по-моему. Иттифак аль-Муслимин. Абсолютно верно. И фирка – это партия, это правильный ответ. Да, действительно, партия – это фирка. Траур – это матам, а вот интрига будет хайлякару. Последний вопрос. Играем с нашим соотечественником из Казахстана. Ну что ж, я думаю, здесь будет несложно. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка переводится слово «махкама»? Правительство, власть, суд. Мне кажется, это власть. Власть. Да. Правительство, суд. Вы решили, что это власть. Да. Ваш окончательный вариант ответа – это… Махкама – это власть. Махкама – это власть. Это неверный вариант. Играем с нашим соотечественником из Москвы. У вас есть возможность заработать дополнительный балл. Как же с татарского переводится слово «махкама»? Я бы его перевел, наверное, все-таки как суд. Как суд. А почему не как правительство? Потому что правительство будет хукумет. Потому что правительство будет хукумет. И это абсолютно верно. Действительно, махкама – это суд. Правительство хукумет, а вот власть будет хакимият. Ну что ж, на этом второй тур подошел к концу.
Рамиль из Москвы набрал 26 баллов. Рамиль из Казахстана набрал 12 баллов. По итогам двух туров Рамиль Ишмуратов, город Москва, 37 баллов. Рамиль Рахимбаев, Казахстан, Семипалатинск, 17 баллов ровно. На этом наша телеигра не заканчивается. Впереди нас ждет финал. Дорогие друзья, не переключайтесь. Телеигра «Переведи» продолжается. Оставайтесь на нашем канале. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи» на канале ТНВ. Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участники Рамиль Ишмуратов, город Москва, и Рамиль Рахимбаев, Казахстан, Семипалатинск, дошли до финала. Кто одержит победу в этой схватке? Казахстан или Москва? Кто знает татарский язык лучше? Рамиль или Рамиль? Ну уж точно Рамиль. Все решит финал нашей телеигры. Рамиллер, если можно так сказать. Правила финала очень просты. Ситуация примерно та же. Я буду читать, у вас будет две темы, нужно будет выбрать, у вас будет 10 вопросов. Только варианты ответов предлагать я вам не буду. Если вы отвечаете правильно, вы можете заработать 4 балла. Если вы ошибаетесь, то право ответа на этот вопрос переходит к вашему сопернику. Если он отвечает правильно, то он получает 5 баллов. Выиграет в нашей передаче тот, кто наберет большее количество баллов. Все понятно? Да. Играем в финал? Да. Ну что ж, уважаемые друзья, мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Это финальный раунд. Let's go! Перед нами две темы. Согласно правилам нашей игры, выбирает тот, у кого больше баллов по итогам двух туров. И это вы, Рамиль Ишмуратов, город Москва. Баня или время? Безусловно, мне ближе тема баня. Отлично. Играем в баню с Рамилем Ишмуратовым из Москвы. Рамиль, как по-татарски будет баня? Баня по-татарски будет мунча. Баня по-татарски будет мунча. И это правильно. Ну что ж, Рамиль Ишмуратов ответил правильно. Играем с Рамилем Рахимбаевым, Казахстан, Семипалатинск. Как по-татарски будет мочалка? Все это встречается в бане. Нет, даже не знаю вариантов. Тут нет. Ну, подумайте. Ну, пожалуйста. Но нет так нет. Играем с Рамилем Ишмуратовым, город Москва. Рамиль, как по-татарски будет мочалка? Я думаю, оно однокоренное со словом баня, и это слово мунчала. И вы зарабатываете дополнительные 5 баллов. Это абсолютно верно. Что ж, продолжаем играть с вами. Играем с Рамилем Ишмуратовым, город Москва. Как по-татарски будет таз? Тазик. Таз. Таз по-татарски будет леген. Таз по-татарски будет лягян. И это правильно. Играем с нашим соотечественником из города Семипалатинск, Казахстан. Рамиль, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет ковш? Чумыш. Чумыш, сказал Рамиль, и абсолютно прав. С вами прям серьезная схваточка у вас сегодня. С вами прямо играть самому интересно. Ну что ж, играем с вами, Рамиль. Рамиль Ишмуратов, город Москва. Как по-татарски будет веник? Веник. Да, веник. С веником очень сложная ситуация. С веником очень сложная ситуация, я согласен. Веник в каждой деревне называют по-разному. Абсолютно верно, в каждой деревне называют по-разному. Где-то его называют веник, где-то венищик, где-то, ой, меня мотором веник. Где-то называют его минек, где-то Да. его называют пинек. Так. Но я предпочел бы назвать его сыбирке. Самое уникальное, что и милек, и пинек, и сыбирке абсолютно все три правильных ответа. Играем с вами, Рамиль. Как по-татарски будет тереть? Очень смешное слово. Вы вообще третесь обычно в бане? Шханаргама. Еще раз, как? Шханар...
Да, шханаргаманищик. Тереть, то есть не тереться, а тереть. Шкарга. Шкарга. И это правильно. Действительно, поздравляю. Шкарга – это тереть. Мушала – это как раз-таки прибор, которым можно тереть себя в бане. Ну, играем с вами, Рамиль. Как по-татарски будет париться? Я думаю, это щабанырга. Он думает, что это щабанырга, и он абсолютно прав. Ну что ж, как по-татарски будет лучина? Рамиль из Казахстана. Ух ты. Лучина. Лучина. Вы представляете, что такое лучина вообще? Ну да. Как по-казахски будет лучина? Нет, по-казахски я не могу сказать. Лучина как? Мне кажется, сами казахи не могут сказать, как по-казахски лучина. И как же будет лучина по-татарски? Мне даже в голову ничего не приходит. Даже в голову ничего не приходит. Ну, главное, чтобы лучина Не приходилось сталкиваться. приходила. Ну что ж, играем с Рамилем Ишмуратовым, город Москва. Как же будет лучина по-татарски? Сложно. Мне тяжело вспомнить это слово. Но единственное, что приходит на ум, это шерпы. Шерпа. Разве это не спички? Похоже на спички, но вот, например, говорят же шерпы кырды. Может быть, это все-таки что-то похожее. Это заноза. Ну, я пытался. Ну да, действительно, друзья, в том, что он пытался, упрекнуть его никто не сможет. Лучина по-татарски будет щера. Вот так вот. Ну что ж, играем, и у нас последний вопрос финального тура. Играем мы его с Рамилем Ишмуратовым, город Москва, именно для Рамиля это последний вопрос. Как по-татарски будет печная труба? Печная труба. Я думаю, это муржа. Он думает, что это муржа. Не моржа, а муржа. И он абсолютно прав. Ну что ж, Рамиль, играем с вами. У нас последний вопрос в этой игре целиком. И как же по-татарски будет слово «свежесть»? Свежесть. Вот после бани выходит свежесть, такая чистота прям. Ух, благодать. Ну, жингельма. Это легкость. Да. А вот свежесть, в смысле чистота. Чисталок, тазалок. Чисталок, софлок, тазалок. И это правильный ответ. Финальный тур подошел к концу. Рамиль Ишмуратов, город Москва. Вы набрали 62 балла. Рамиль Рахимбаев, Казахстан, Семипалатинск. У вас 29 баллов. Я поздравляю вас, Рамиль Ишмуратов, город Москва, с победой, а вас, Рамиль Рахимбаев, Казахстан, Семипалатинск, прекрасным стартом на нашей программе. Рамиль, вам я желаю благополучно вернуться в Москву и дальше как можно чаще ходить в баню с нашими соотечественниками. А вам, Рамиль, желаю подучить татарский язык и также в Казахстане ходить уже либо в ту русскую, либо в татарскую баню с нашими казахскими друзьями. И от нашей программы я вручаю вам очень познавательные подарки. Вот так вот. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого нужно всего-навсего позвонить по телефону в Казани 570 50 76. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Игра была насыщенная, но встречались такие слова, которые действительно мы не используем, у нас этих слов нету. Соперник был очень сильный, игра, конечно, понравилась, интересно. Все-таки очень много еще нужно учить в татарском языке, не все слова я еще помню, оказывается. По-моему, этим пробелом нужно восполнить только читая татарскую литературу.